Перчатки, мешки для мусора и боевой настрой – все, что нужно в день субботника. Формат экологической эстафеты объединил порядка 1 миллиона волонтеров в 85 регионах и дал новый рекордный результат. От мусора очищено более 24 километров береговых линий. При этом, как отмечают организаторы, более 20% мероприятий прошло с применением технологии раздельного сбора мусора. Участием во всероссийской экологической акции «Вода России» сегодня отметили самый молодой праздник в календаре дат республиканского формата. Собрать отпавшие сухие ветки деревьев, валяющийся мусор, упаковки, пластик, картон, стекло. Волонтеры-активисты наводят порядок на берегах реки Сунжа. Тем более погода позволяет. Каждый приехал просто поучаствовать. По крайней мере, мы сюда приехали ради этого. Просто провести хорошо время, очистить же свою же республику, там, где мы живем. Такие массовые мероприятия должны проводиться раз в месяц, но причина данных мероприятий – это то, что каждый человек не может усадить за собой и собрать мусор. Акция набрала большое количество откликов. Более 100 волонтеров вместе с представителями природоохранного ведомства вышли на генеральную уборку, вооружившись перчатками и мешками для мусора. Обычная акция по очистке берегов рек от мусора превратилась в увлекательный эко-баттл. Мусора много, поэтому ребята собирают все подряд в мешки, не разделяя, после чего отходы отправляются к точке сбора, где каждый мешок занимает свое определенное место на условных весах до момента отправки на полигон Сунжи. Уже к этому времени видно, какой объем отходов собрали команды. Впрочем, сама работа на свежем воздухе полезна для организма, так что можно обойтись без мер предосторожности от коронавируса. Ведь главное не победа, а участие, убеждены волонтеры. Мы собрали определенную команду из 10 человек, и мы здесь находимся в Троицке, а остальные 10 человек поехали в Нестеровское. Как видите, мы хорошо постарались, у нас все получилось. Соревнования очень интересные. А главное не победа, главное, что очистили. Конкурс – это хороший стимул для тех, кому не безразлична судьба окружающей природы, и тех, кто привык побеждать. Польза и красота ощутимы. Около 10 команд участвуют, 5 команд чистят берега реки Сунжа, 5 команд чистят берега реки Аса. Вообще сегодняшний субботник, он также приурочен ко дню реки Сунжа. Ингушетия уже 5-й год участвует в этой акции и прошлые 4 года занимала первые места. В этом году, естественно, Ингушетия тоже претендует на первое место. Надеюсь, мы одержим победу. Труд отличившихся экоактивистов в рамках акции «Вода России» отметили чуть позже на торжественной церемонии награждения в честь празднования Дня реки Сунжа. С участием артистов Государственной филармонии для детей и взрослых подготовили развлекательные программы, а также состоялась выставка Ассоциации ремесленников Ингушетии. Мадина Аздоева, Тимур Карахоев, Илья Скатиев, Вести Ингушетия.